Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. В рейтинге просмотра общенациональных телевизионных каналов по всей Республике Таджикистан наше телевидение, телевидение Таджикистан, занимает первую строчку – 66,8%. Об этом сегодня в Душанбе было объявлено в ходе презентации исследования медиапредпочтения населения Таджикистана, телевидение, радио, печатные издания, сайты, социальные сети и мессенджеры. Исполнителями проекта выступили общественные организации «Медиа Консалтинг», Центр социологических исследований «Зеркало» и Министерство культуры Республики Таджикистан. На презентации побывал мой коллега Карим Хайдар. По словам экспертов, цель исследования медиапредпочтения населения Таджикистана – телевидение, радио, печатные издания, сайты, социальные сети и мессенджеры – заключается в определении, какие отечественные средства массовой информации предпочитают смотреть, слушать и читать граждане страны. В рейтинге просмотра общенациональных телевизионных каналов по Республике Таджикистан телевидение Таджикистан занимает первое место – 66,8%. Далее идут другие телевизионные каналы. Телевидение Таджикистан – 66,8%. Телевидение Сафина – 62,3%. Телевидение Бахуристон – 33,4%. Телевидение Джахунамо – 31,6%. Телевидение Синамо – 26%. Телевидение Варзиш – 19,2%. Телевидение Футбол – 3,9%. Шахнавоз – 3,8%. Поднятие телевидения Таджикистана на новый качественный международный уровень как в плане технического и технологического оснащения, так и в плане профессионализма, творческого и технического коллектива, поднятие актуальных и острых вопросов и проблем, волнующих современное общество, способствовало повышению популярности и востребованности телеканала «Таджикистан». Самые популярные по тематике передачи на отечественном телевидении – новости – 73%. Затем пошли развлекательные рубрики и различные интеллектуальные шоу. Новости – 73,4%, музыкальные программы – 34,2%, фильмы-сериалы – 28,1%, интеллектуальные шоу – 23,9%, спорт – 15,3%, безопасность и криминал – 10,7%, политика – 9,9%, сельское хозяйство – 3,9%, медицина – 3,8%, образование – 3,7%, социальные проблемы – 3,7%, экономика – 3,1%, ток-шоу – 2,6%, научно-популярные – 1,6%. На вопрос, какие по тематике телепередачи вы бы хотели смотреть, то чаще называли передачи о воспитании молодежи и детей – 20%. В частности, было отмечено о множестве проблем с воспитанностью у молодежи и школьников. В этом плане подразумевалось неуважение к старшим, непристойное поведение, сложные взаимоотношения в семьях молодоженов. Были тщательно исследованы государственные и частные радио, а также печатные издания. Первые 3 места в рейтинге государственных изданий занимают газеты «Джумхурият», «Омузгор», «Мимбарихал». Также были определены позиции в рейтинге частных газет и журналов, посещаемость интернет-сайтов, социальных сетей и мессенджеров. Результаты исследований показывают, в каком направлении необходимо двигаться средствам массовой информации и какие могут открыться перспективы для новых медиа. Специалисты отмечают, что данное исследование является вторым этапом проекта. Карим Хайдар, Дильшод Хушпах, телевидение Таджикистан. Древнее городище Саразм внесено в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2020 году в Таджикистане будут праздновать юбилей памятника Саразм. А в настоящее время территорию этого городища изучают ученые из самых разных стран мира. И не случайно Саразм – величайшая находка в области археологии не только Центральной Азии, но и мирового масштаба.
На севере Таджикистана находится одно из древнейших поселений Центральной Азии – Саразм. Это поселение существовало с 4 по 2 тысячелетие до нашей эры. Археологические раскопки древнего памятника начались еще в 70-е годы прошлого века. Один из жителей села Гурач рассказал о найденном бронзовом топоре научному сотруднику Пинжикенской археологической базы Абдулуджону Исакову. Ученый сразу организовал разведывательные работы. Уже в следующем году был заложен первый раскоп. Обнаружены древние развалины города, фрагменты гончарной и лепной керамики с росписью, зернотерки и прочие предметы, относящиеся к эпохе неолита и бронзы. Так был открыт один из важнейших исторических памятников на территории Центральной Азии. Название Саразм происходит из таджикского «сари-замин», что в переводе означает «начало земли». В 1984 году к раскопкам были привлечены международные эксперты, которые определили возраст найденных артефактов. В 1985 году в центре могильного комплекса поселения были обнаружены останки принцессы Саразма. Могильник состоял из 5 отдельных могил, 3 одиночных, 1 парного и самого погребения принцессы Саразма, в котором кроме молодой женщины были погребены подросток и мужчина. Подобные находки имеют очень важное значение в исследовании Саразма, до сих пор хранящего множество тайн о древней истории человечества. Большую историческую и культурную ценность представляют хорошо сохранившиеся дворцовые и культовые сооружения, общественные и жилые строения Саразма. В связи с тем, что этот памятник очень значимый для истории Центральной Азии, так как это единственный памятник, относящийся к эолитам ранней бронзы на территории Междуречья, там постоянно, начиная с 1984 года, работают международные и отечественные экспедиции. На месте раскопок найдены металлические и каменные изделия, а также многочисленные украшения, изготовленные из драгоценных камней и обработанных морских раковин. Поселение расположено в пределах Бактрийско-Маргианского археологического комплекса. Разрушение поселения по времени совпадает со вторжением на эту территорию кочевых индоиранских племен. В 2010 году городище было включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО, став первым объектом из Республики Таджикистан. В этом году идут подготовительные работы к проведению 5500-летия Саразма. Для этого со стороны института был разработан план мероприятий и представлен в Академии наук, сейчас совместно с Академией наук, с Министерством культуры. Эти планы мероприятий были утверждены со стороны правительства, и в соответствии с данным планом идут масштабные работы, подготовительные работы к празднованию 5500-летия Саразма. Необходимо отметить, что в плане мероприятий по ознаменованию 5500-летия Саразма включены свыше 100 мероприятий. Из них более 20 из них наш институт вовлечен. Мы мобилизовали для подготовки этого древнего города к юбилею почти всех своих археологов, ведущих археологов в стране. Мы их собирали со всех других объектов. Сейчас они работают в составе. Мы 3 экспедиции объединили в одну. И они сейчас работают. Наряду с подготовкой объекта идут параллельно еще и археологические исследования. Проводятся работы, благостроительные работы там и, конечно, ремонтные работы. В своем послании парламенту страны «Лидер нации» президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил, что в 2020 году в Таджикистане будет организовано празднование в честь этого древнейшего памятника. Это мероприятие позволит достойно представить нашу насчитывающую 5500 лет и признанную мировыми научными кругами культуру человечеству. Нам необходимо охранять наши исторические памятники, благоустраивать их, относиться к ним как к составной части исторической судьбы нашей древней нации. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушвак, телевидение, Таджикистан.
зарубежным новостям. Число жертв в дорожно-транспортном происшествии с участием оманского рейсового автобуса в Дубае возросло до 17 человек. Число погибших в результате затопления прогулочного туристического судна на реке Дунай увеличилось до 19. По меньшей мере 3 человека погибли в результате крушения вертолета в Грузии. А земельный суд в немецком городе Ольденбурге приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата за убийство 85 пациентов. Об этом и других событиях в мире подробнее мои коллеги. Число погибших в результате ДТП с участием оманского автобуса в Дубае возросло до 17 человек. Автобус национальной транспортной компании Омана врезался в дорожный знак при съезде с шоссе в Дубае. Он выполнял рейс из Маската с более 30 пассажирами на борту. Ранее полиция Дубая сообщала, что в результате этого ДТП погибли 15 человек, 5 получили тяжелые травмы. Среди погибших пассажиров есть представители разных национальностей. Число погибших в результате затопления прогулочного туристического судна на реке Дунай увеличилось до 19 человек. Ранее СМИ сообщили о 15 погибших в результате ЧП. К настоящему времени обнаружены тела 4 жертв крушения. Пока не удается найти 8 туристов из Южной Кореи и одного члена экипажа судна из Венгрии. По меньшей мере 3 человека погибли в результате крушения вертолета в грузинском районе. Он упал недалеко от населенного пункта. Ранее местные СМИ сообщили, что вертолет, который направлялся в расположенную в том районе гостиницу, мог задеть линии электропередачи. Но электрораспределительная компания эту информацию опровергла. МВД Грузии возбудило уголовное дело. Виновникам трагедии грозит от 6 до 10 лет тюрьмы. Суд в немецком городе Ольденбурге приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хёгеля за убийство 85 пациентов клиник, в которых он работал. Осужденный сможет подать прощение о помиловании через 15 лет. Родственники жертв, присутствовавшие на судебном процессе, с трудом сдерживали свои эмоции после вынесения приговора. По данным следствия, в период с 2000 по 2005 год Хёгель, работая в клиниках на севере Германии, вводил находившимся в реанимации больным опасные препараты, которые приводили к остановке сердца, чтобы потом их реанимировать и показать коллегам и начальству навыки возвращения людей к жизни. Чаще всего такие попытки заканчивались неудачей. Ну а мы возвращаемся к местным новостям. Годы развития села, туризма и народных ремесел будут продолжаться в республике до 2021 года. Умельцы же и начинающие мастера стремятся внести и свой, пусть маленький, вклад в дело возрождения и сохранения народных промыслов. Каждый народ славится своими культурными и историческими ценностями, привлекая туристов объектами достопримечательностей, продукцией ремесленников и местным колоритом. Настоящим брендом Таджикистана в полной мере можно назвать керамических дедушек в расписных халатах с лепешками, как символ долголетия и достатка с арбузами, яблоками и виноградом. Эти игрушки раскупают приезжающие в республику иностранцы. Среди богатого культурного наследия наших предков, дошедшие до нас, гончарное дело, резьба по дереву, ковроткачество и, конечно же, вышивка. Один чакан чего стоит? Сюзанне главный атрибут национального ремесленничества – неповторимый и всегда разный узор вышитых на ткани цветов, неповторим и уникален. Мастерица Йодгорова Давлатби не только вышивает и представляет свое творчество за рубежом, но и обучает начинающих девушек. А началось все с тюбетейки, которую вышивала вместе с мамой. Много-много делаем для нас и для республики. Я была несколько конференций, несколько семинарий, и в Индустане я была, в Казахстане была, я везде. Моему работа была на первое место, все смотрели на мою работу все ручная работа, и качественная, и красивая. То, что я делаю в этом нашем, это все это от нашей истории, который до нас остался. Богатые культурно-историческое наследие, памятники, архитектуре, декоративное искусство и, конечно, неповторимо вкусная восточная кухня таджикского народа. То, что делает республику привлекательной для туристов, и все это в развитии. Замира Юнусова, Дильшоди Хушвахт, новости.
Уважаемые телезрители, это были все те новости, о которых мы успели вам рассказать к этому часу. О развитии событий в 20:30. Будьте здоровы!